Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами как всегда ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, смотрите мое видео, за ваши прекрасные реакции, за вашу помощь, за вашу поддержку. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто в отчаянии из-за вас? Ни о ком думать не надо, просто загадайте на себя. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие девочки, отсыпочка у нас общая, но раз вы зашли на этот канал, значит здесь есть информация для вас. Смотрите, вот он, этот мужчина сидит, ноги тянутся к вам, а руки у него заломанные как наверх. Какая-то женщина его держит за руки, к вам не пускает. А он прям бедненький бьется со слезами на глазах. Ему очень-очень хочется к вам. И ему очень-очень хочется хотя бы просто рядышком с вами побыть, постоять. Вот желание его души, желание сердца. Но какая-то женщина его прям совсем не пускает. Она заломила ему руки назад и держит его. Причем женщина достаточно крупных размеров здесь вышла. Это говорит о том, что она доминирует над ним. Ну, жена, возможно, может быть, какая-то строгая мама. Да, и так может отыграться. Не пускает. Эта женщина не пускает. Вот. Что касается вас, вы на этого мужчину, я не знаю, вы на него не смотрите. Либо в меньшей степени смотрите, чем на других. То есть он для вас какой-то, не то чтобы нежеланный, скорее как просто знакомый, либо просто мужчина, с которым вы там общаетесь периодически. Вы не рассматриваете его как мужчину для отношений, либо там, для брака. Просто нет. У вас нет к нему какого-то прям живого, серьезного интереса. Мужчина как мужчина. Почему-то еще вы уверены, что он очень благополучный, что у него все очень классно в его семье, в его доме. Что он там счастливо живет, что он там любит и любим. Как-то у вас даже ни одного подозрения, что он испытывает к вам сентиментальные чувства. Такое идет ощущение. Кстати, девчонки, знаете, еще может отыграться бывший, который в свое время повел себя как-то нехорошо, неправильно, вы расстались, вы пошли дальше, а он с какой-то женщиной. Либо он к какой-то женщине ушел, либо новую себе, да, вот недавно приобрел. Может быть, относительно недавно. Да, и вот смотрите, вы думаете, у него там все классно, он живет, он женат. Да вам даже в голову не приходит, что он там страдает и страдает по вам. Если бы вам четко сейчас сказали, что это именно он и по вам страдает, вы бы не поверили. Вы бы сказали, нет, я же знаю, у него там все хорошо, там жена, дети. Девочки, все абсолютно наоборот. Все очень плохо. Он там прям, смотрите, с заламанными руками сидит. Как у него может быть хорошо? На крючке висит. Как может быть хорошо? Он там как раб, либо как этот прислужник, да, прислужка у этой женщины. И, кстати, с этой женщиной кто-то еще есть. Я не удивлюсь, что у этой женщины еще любовник есть. Либо, может быть, это ее взрослый сын, а он у них там рабствует, да, на нее и на, например, ее любовника, либо на ее сына. Вы этого всего либо не знаете, либо, в принципе, не допускаете. А он и в отчаянии за вас. Очень ему хочется быть с вами. Знаете, как дошло, да, что потерял, что имел, что потерял. Я не вижу, чтобы он смог вырваться к вам. Здесь помимо крючка вот этих заламанных рук, так еще и замок висит. Там его надежно привязали. Что выбрал, то и получил, как говорится. Девочки, что вы еще должны знать? Смотрите, здесь женщина стоит, и у нее в руках огромный серп, и он над вашей головой. Знаете, такое впечатление, что это какая-то
Ну, какая-то не очень умная женщина, не очень благородная и не очень хорошая. Возможно, эта женщина потеряла покой и сон из-за вас. Она вас боится очень сильно. Боится. Это какая-то конкуренция либо в любви, либо, например, в работе, в бизнесе, в работе. И ей бы очень хотелось вам как-то навредить, но ручки-то короткие, да, и вот этот серп поднять она не может. Не может. Ничего она сделать вам не может. И так ей противно, так ей вот прям хоть вой, да, от бессилия вой. Ну, она себя таким образом доведет до глупостей, да, каких-то глупых поступков, которые против нее обернутся, либо до какой-то нехорошей болезни, которая у нее разовьется на нервной почве. Вы, возможно, об этом узнаете, а возможно, не узнаете, и это все не важно. Важно, что вы дальше идете своим путем. Кстати, ваш путь, он хоть и непростой, но он путь победительницы на самом-то деле. Все те неприятности, которые вы в своей жизни уже повстречали, вас очень знатно закалили. У вас, мои хорошие девочки, ну да, я вижу, что тяжело вам пришлось, что вы тут по отвесной стене, грубо говоря, лезли. Причем не одна, а в связке, например, со своими детьми, либо родственниками. То есть сама лезла, еще и за собой всех тащила. Тяжелый путь вам выпал. Но, девочки, вам счастье обещано. Счастье обещано, причем у кого-то уже прям в этом году будет счастье. Вот он, крестик идет. Крестик и букетик. Счастье. Счастье, мои хорошие. Все, что вы в жизни делали, все, что вы в жизни пережили, это был тот опыт, который вам поможет дойти до своего счастья. Кстати, ваше счастье в руках мужчины. Мужчина тут очень симпатичный на лицо. Прям такое миловидное лицо. Очень такие тонкие черты лица, очень красивые глаза у мужчины. У кого-то даже отыграется, что мужчина иностранец. Иностранец, вот прям изысканная красота у этого мужчины идет. Про фигуру не скажу, а вот лицо очень у него красивое, особенно глаза какие-то необычные, красивые. В его руках ваше счастье. Может быть, вы уже познакомились, общаетесь, а может быть, только лишь предстоит познакомиться. Но счастье не за горами. Мужчина с крестиком вышел в центре у нас рисунка. Плюс еще и букет, да, рядом с крестиком, с правой стороны букет. Это очень классный знак. Так, кто еще в отчаянии из-за вас? Кто у меня работает? Работает и ваш начальник, начальница. С одной стороны, без вас, как без рук, а с другой стороны, человек очень боится, что вы его подсидите. Ну, все поймут, да, что вы умничка, что у вас ручки золотые, что вы очень талантливый человек, очень талантливый работник, сотрудник. Знаете, как и не могу без нее, и с ней мне страшно, да, вот такое ощущение разрывает человека на части. Но все-таки здравый смысл победит, и я вижу, что человек не сейчас, но через какое-то время вам во всем признается, так и скажет. Я без тебя не могу, пожалуйста, не увольняйся, не уходи, не переходи на другую работу. Но в то же время человек вам так и скажет, да, я очень боюсь, что ты меня подсидишь, либо я очень боюсь, что меня уволят и тебя на мое место поставят. Может, даже какой-то вам там договорчик будет предлагать, что, дескать, я не буду там что-то делать, но ты мне пообещаешь, что не запрыгнешь на мое место. Ну, там все такое, знаете, как для детей, смешное. Вас это больше вот как рассмешит. Потому что это человек на маленькой лошадке, на коротких ножках. На коротких ножках. В принципе, вас это место, я не думаю, что очень интересует, либо это предел ваших мечтаний. А свою работу вы действительно знаете и умеете. И, в принципе, здесь где угодно сможете найти работу. Такого специалиста, как вы, с руками оторвут. Просто вы еще не искали, либо конкретно этим вопросом не занимались. Так, еще. Кто из-за вас в отчаянии? Здесь очень похоже на человека, который как какой-то сотрудник, служащий, как змея это человек, мудрый человек, умный человек. Знаете, у кого-то из вас отыграется, что это ваш лечащий доктор, к которому вы приходите со своими вопросами. Он вам что-то советует, рекомендует, а вы, например, этого не делаете. Либо вы очень щепетильный человек, и вы этого человека доктора забрасываете своими вопросами, он уже в отчаянии, не знает, как вам что-то объяснить, либо как от вас отвязаться. Но с правой стороны, какие бы там реакции у этого человека на вас не были, все равно человек к вам относится положительно.
Так, еще в отчаянии из-за вас, кто-то из ваших родственников, из-за ваших близких. Знаете, почему отчаяние? Потому что вы все насквозь видите. Вы этого человека насквозь видите. Вы постоянно даете очень четкие, конкретные формулировки тому или иному событию. А человек, в отличие от вас, любит такие обтекаемые формы. Может быть, где-то привирает, может быть, где-то что-то, как коверкает. А вы говорите: нет, вот тут так, а вот здесь так. Да, и человек в отчаянии, не знает, как вас можно перехитрить, либо в чем-то вас убедить. А как человек хотел? Вы же, смотрите, какая умная и мудрая, какой сложный путь прошли. Нет, вас так просто не обмануть. Вы некоторых людей прям насквозь считываете, видите, и даже еще человек не успел подумать, а вы уже наперед все про этого человека знаете. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.